Муж и жена долгие годы вместе дружно живут, душа в душу. И под старости лет муж начинает замечать, что жена стала тугая на ухо, плохо стала слышать. В итоге он решил проверить, насколько все-таки достигла ее глухота. Придя домой, став у дверей, он, обратившись к супруге, поприветствовал ее, сказав: «Ассаляму алейкум, дорогая». На слова «Ассаляму алейкум» нужно отвечать «Ва алейкум ассалям». Он послушал, ответа не услышал. Сначала решил найти изъян в себе, пошел по комнатам, ища свою супругу, встав у дверей кухни, но сейчас уже погромче обратился к супруге: «Ассаляму алейкум, дорогая». «Ва алейкум ассалям» опять ответа не было. Уже став позади супруги и практически в ухо ей, сколько было сил, сколько было мощи, прокричал ей слова: «Ассаляму алейкум, дорогая». Жена, рассердившись, повернулась к нему и сказала: «Я тебе уже в третий раз повторяю, ва алейкум ассалям, ты что, не слышишь, что ли, меня?» Оказалось, что муж сам был глухой. Своя глухота, она не слышна. Также и пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, говорит: каждый человек ошибается, в каждом человеке есть ошибка, но у ошибки и у недостатков есть такое маленькое качество. Мы их не замечаем. Мы не замечаем, потому что они наши, а чужие недостатки мы видим во всей красе, ширине и величине. Поэтому по-настоящему счастливый человек тот, кто видит недостатки в себе и их исправляет, и не видит недостатков в других людях. Будьте счастливы, дорогие мои друзья. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.